Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Абхазского телевидения сегодня мы будем обсуждать масштабную ремонтные работы или реконструкцию Сухумской набережной. Вопрос, который наверняка всех из нас волнует. С одной стороны, мы все ждем набережную обновленной, комфортной, красивой. С другой стороны, по ходу процесса, естественно, возникают какие-то вопросы, что-то меняется, в том числе у представителей общественности часто поднимается тема сохранения исторического облика города. И все эти вопросы, с другой стороны, я думаю, что все заинтересованы в том, чтобы набережная была красивой. Это, скажем так, визитная карточка, это первое, с чего начинается наш город. И поэтому я хотела бы вам представить гостей нашей студии, с которыми мы собираемся обсуждать эту тему. В первую очередь это архитектор Тимур Зантария, приветствуем вас, руководитель городского управления администрации города Сухум Руслан Авицбам и общественно-политический деятель Батал Табакова. Здравствуйте. Прежде всего, хотелось бы начать с того, что в последние дни, вот буквально в социальных сетях появились видео, как фонари, старые фонари на набережной сносят. Оно вызвало множество вопросов и сомнения в том, не противоречит ли это сохранению исторического облика города. Вот что вы можете об этом сказать, Тимур Владимирович? До начала строительных работ, естественно, проводились исследовательские работы, изучались, в каком состоянии находятся памятники, набережная сама, вот эти конструкции. И оказалось, что все-таки известняк – материал, который не выносит морского воздуха, и со стороны моря он фактически был полностью изъеден. Там целые раковины были такие, глубокие раковины, которые со стороны набережной не так заметны были. Со стороны бриза, со стороны моря было заметно. Стали разговаривать о том, как нам быть. Было ясно, что в таком виде оставлять его нельзя, надо его ремонтировать. Чем ремонтировать, тоже было вопрос, очень много возникало. Хотели, нам казалось, и мы думали, что это сделано из нашего известняка, местной породы, местных карьеров. Но то, что мы думали, когда пригласили специалистов с России, и когда они взяли образцы камней известняка со всех карьеров, известных в Абхазии, оказалось, что ни один не подходит под эти камни. То есть это совсем другой, не отсюда не местный камень оказался, известняк. Как оказалось, это откуда-то с Грузии привезли вот этот известняк. Дальше, как я до этого говорил, известняк, срок службы его небольшой. Вы обратили внимание, вот все люди обратили внимание, что вот это вот, рушили там эти колонны, фонарные столбы и так далее. Но могу заверить вас, что до начала работ, были исследовательские работы, когда проводилась, было установлено из 60, то есть из 96 вот этих фонарей, которые вот там располагаются, только 13 годны к повторной установке. А остальные все или сильно повреждены, или целиком полностью они из бетона сделаны. То есть в советское время проблема эта существовала. То есть фактически на рубеже 60-х годов началось строительство набережной. То есть за 30 лет, да, это 60-е, 90-е, 30 лет, уже пришлось менять целые элементы вот этого бульвара, потому что приходили в негодность. То есть бетон был, вот то, что рушится там, это все бетонные элементы. Там и тумбы бетонные, и плиты, которые лежат, очень много бетонных, и вот это вот подпорная стенка, тоже элементы, очень много бетонных элементов там. То есть то, что можно было использовать для повторного применения, все было аккуратно. Если вы обращали внимание, там и ролики тоже были, когда подъемными кранами с этими лентами обвязанными аккуратно снимали, складировались и перевозились на историческую часть набережной. То, что было пригодно хоть маломальски, все было используется в исторической части набережной. А все остальное складируется, то, что это самое, на складах у нас, которые могут применяться в другом где-то назначении. А то, что ломается и разрушено там, это все бетон. Его где-то использовать, как строительный мусор можно использовать, так, как балласт, там где-то засыпать, подсыпать, а больше его не используешь. У меня,
Как обычно бывает, мы город маленький, все друг друга знаем, звонят или пишут смс-ки, как там, и такая, можно ли вот эти известняк поломанные забирать. То, что там валяется, все можно забирать, это и город только приветствовать будет, потому что это просто строительный лом. Это бетонный строительный лом. То есть, еще раз могу заверить, все, что возможно было демонтировать, было демонтировано. Но сейчас мы можем прослушать комментарии главы администрации города Сухум Тимура Агарба. Так как принято решение о продлении сроков археологических раскопок, поручаю вам оказать всестороннюю поддержку техникой, рабочей силой нашим археологам, нашим ученым, которые занимаются на данном участке раскопками. Они попросили 3 месяца, но я считаю, в случае, если мы оперативно включимся в этот процесс и окажем им поддержку, возможно, что раскопки мы закончим быстрее. Далее, так как продлеваются сроки реконструкции на данном участке, принято решение о том, что променад временный будет проходить через территорию Сухумской крепости. Для этого нам необходимо предусмотреть пандусы, необходимо расширить существующий тротуар. К этим работам необходимо было приступить уже оперативно. На территории расширяем тротуар, укладываем брусчатку на подходе к территории крепости. Нам необходимо обновить дорожное полотно с устройством асфальтобетонного покрытия. Работы предлагаю по раскопкам разбить на этапы. Первым этапом и оперативно нам надо раскопать часть набережной в районе ресторана, бывшего ресторана Диаскурия, для того, чтобы определить, какое количество бронестекла нам необходимо заказать. Далее, на месте при осмотре набережной в присутствии Бадры Зуравовича и Сергея Владимировича было принято решение, ими было предложено установить 3 смотровые площадки для того, чтобы люди, которые летом будут гулять по набережной, имели возможность наблюдать за нашими археологами, которые будут там вести работы. Также было предложено устройство подсветки, возможно, временное, для того, чтобы можно было подсветить в вечернее время те объекты, которые уже раскопаны. Совместно с Сухумским управлением электросетей оперативно приступить к прокладке кабельной продукции для того, чтобы запитать трансформаторные подстанции, новые трансформаторные подстанции, которые будут питать набережную. Далее необходимо в связи с новыми обстоятельствами обновить графики производства работ совместно с подрядными организациями и представить их на утверждение. Значит, далее хотел бы прокомментировать некоторые некорректные расчеты, которые обсуждаются в социальных сетях. Значит, реконструкция набережной у нас подразумевает не только замену тротуарной плитки, а большой комплекс работ, состоящий из десятков видов работ. Это и ремонт подпорно-волноотбойной стены, устройство водопровода, канализации, ремонт наших ливневых коллекторов, которые после демонтажа обнаружилось, что находятся в очень плачевном состоянии. Это озеленение наших парков, прилегающих к территории променада набережной, устройство теневого променада. У нас в парках появляется еще одна прогулочная зона, теневая. Значит, установка киосков, малых архитектурных форм, детских площадок, озеленение парковых зон. Исходя из вышеизложенного, хочу сказать, что оценивать реконструкцию набережной по одной позиции, замене брусчатки на променаде совершенно некорректно и непрофессионально. Обращаюсь ко всем, кто негативно преподносит информацию о ходе ремонтных работ, тем самым ставя нас в крайне неудобное положение перед нашими российскими коллегами, которым мы безмерно благодарны за столь масштабную реконструкцию, собраться всем вместе, выступить в качестве меценатов и отремонтировать хотя бы 100-метровый участок на набережной, за что мы будем безмерно благодарны. Далее хотел бы сказать, еще один фрагмент прокомментировать, там, где экскаватор, значит, занимается демонтажными работами.
все материалы, которые представляют какую-либо ценность, в том числе столбы освещения, которые изготовлены из природного камня, демонтированы, увезены в цех для обработки и для дальнейшей установки этих элементов на исторической части набережной. Все, что сегодня демонтируется на набережной, не представляет никакую историческую ценность. Это бетонные конструкции, которые были там установлены в послевоенное время. Поэтому хотел бы проинформировать как раз население о том, что все, что представляет какую-либо ценность, там уже демонтировали. Правильно ли поняла, что там не было каких-то ценных камней, каких-то ценных, скажем так, элементов или частей? И если даже они были, вы их демонтировали и где-то сохранили? Значит, в части исторической набережной было принято решение, значит, это было, во-первых, утверждено на градостроительном совете города, о том, что, значит, та территория, которая располагается напротив музея у крепости, который был введен в эксплуатацию в прошлом году, значит, сохранить тот исторический облик, который изначально был у набережной. Но для того, чтобы этот облик сохранить, необходимо, значит, использовать именно тот материал, который был изначально при строительстве. Такого материала на протяжении всей набережной значительно мало, учитывая то, что, значит, уже даже в советское время проводились ремонтные и реставрационные работы, но не применялся известняк, а применялись бетонные конструкции. Поэтому, значит, было посчитано, какое необходимое количество материала необходимо для реставрации и сохранения исторической части этого участка. Соответственно, демонтажные работы проводились, во-первых, очень аккуратно, снимались элементы с парапетной части и фонарные столбы с помощью специальных ремней, которые обматывались, снимали, аккуратно завозились на производство для того, чтобы можно было их обработать и в дальнейшем использовать уже на исторической части. То есть в настоящий момент практически весь известняк, который подлежит и реставрации, и который необходим в дальнейшем использованию, он демонтирован, завезен, не разрушен, то есть он будет обработан и в дальнейшем уложен на исторической части. Все то, что сейчас демонтируется, то, что мы видели ситуацию на роликах, повторюсь, как Владимир сказал, да, это уже на самом деле строительный мусор, тот материал, который в дальнейшем нигде не применишь. Если, допустим, говорить о ситуации, там, ну, когда в комментариях читаешь, что можно было бы где-то применить в других городах, да. Но на самом деле это не совсем верное решение, потому что, ну, фактически мы даже не этическое, строительный мусор везем в другой город и предлагаем людям из этого строительного мусора сделать что-то. Поэтому если мы говорим уже о какой-то такой, ну, моральной стороне этого вопроса, то не совсем корректно. Что касается уже новодела, который был предложен, значит, нашими российскими коллегами, это гранит, авангард. Значит, почему был принят именно гранит? Рассматривалось несколько вариантов, более того, были представлены образцы на набережной, значит, в двух вариантах. Это был мраморизированный известняк и гранит, тот, который я сейчас выше упомянул. Значит, наш известняк местный, он неприменим, потому что, во-первых, у нас нет ни карьеров, у нас есть предполагаемые месторождения, которые никто не обследовал, и создавать на этом месте карьер – это очень дорого, и, по сути, это история, которая, ну, неизвестно, будет ли от этого на самом деле какой-то необходимый эффект. Соответственно, тот гранит, который сейчас был утвержден, во-первых, он прослужит очень долго. Это будет, значит, максимально приближенная по цвету, в цветовой гамме, сама наша, значит, парапетная часть набережной, и в том числе и мощение. Но абсолютно полностью будет сохранен исторический облик той набережной. Вы имеете в виду визуально? Визуально, да. То есть тумбы, столбы освещения, парапетная часть, она будет абсолютно Вот это, например, в параметрах. форма лампионов. Вот Все полностью. Значит, там, более вам скажу, что на самих фонарных столбах сохранились канделябры лампионов, которые держали их. Значит, они представлены у нас на Красном мосту, на фонарных столбах, и одна пара есть в музее нашем краеведческом. Соответственно, для того, чтобы именно воссоздать тот исторический облик,
мы отправили один канделябр в Санкт-Петербург для того, чтобы, значит, та компания, которая будет в дальнейшем их производить, смогла это отсканировать и полностью воссоздать точную копию этого канделябра. Это будет уже не чугун, как это было тогда в те советские времена, это будет специальный сплав с анодированным покрытием, который позволит нашей агрессивной среде его в дальнейшем впоследствии не разрушить. Поэтому говорить о том, что исторический облик будет сохранен, это абсолютно правда. И единственное, что материал будет гранит, который прослужит, я думаю, что достаточно долгое время, по крайней мере, точно, чем больше, чем известняк. Всеми было общее принято решение, что наш этот гранит, он будет действительно замечательно смотреться на нашей набережной. Каждый понимает ту меру ответственности, которая на самом деле возложена и на строителей, которые производят сейчас все работы. Насколько важен сам по себе процесс, качественный для того, чтобы и как у жителей нашего города, в том числе и туристы, которые будут приезжать, они смогли на самом деле находиться в комфортном состоянии на нашей набережной, потому что там, помимо того, что мы обсуждаем, это мощение самой набережной, это восстановление парапетной части с тумбами и со столбами. Есть еще огромная зона парковая, в которой будут обустроены тенистые дорожки, велодорожки, различные малые архитектурные формы, детские площадки. Будет полностью перереконструирование освещения парковой зоны. То есть, соответственно, это будет такая достаточно обширная и большая зона притяжения всех жителей города, в том числе и гостей. Поэтому это действительно очень такой серьезный и большой проект, и за что на самом деле мы очень благодарны Российской Федерации, за то, что регионы, которые участвуют в этом, и плюс наши местные бизнесмены, Беслан Родионович Агрба, который непосредственно участие принимает в этом, на самом деле создадут очень красивый большой объект для нашего города. Помню, когда только-только развесили проект реконструкции и ремонтных работ на набережной, он действительно подразумевает очень многое. Помню, как у многих горожан, даже было некое голосование, мы выбирали, за какой проект мы голосуем. То есть, конечно, все ждут, я думаю, люди, которые живут в этом городе, ждут, когда начнется, когда закончится ремонт этой набережной, все могут туда выйти. Я думаю, что это очень важный променад для всех нас. Но, понятно, и волнение тоже. Вы уже что-то развели, о чем-то очень компетентно рассказали. Батал Иванович, скажите, пожалуйста, ваши отношения. Наверняка вы тоже следите за тем, что происходит вокруг набережной. У меня тоже свое мнение. Я просил, даже разговаривал с нашим мэром Тимуром Михайловичем. Есть у нас такой известный наш друг, который занимается камнями, Адамур Шармат, наверняка вы его знаете. Значит, он прекрасный специалист в этой области. И они тоже общались, говорили, даже он тоже предлагал свои какие-то варианты, связанные с тем, что у нас тоже есть определенный гранит. Ну, вот специалисты сказали, это требует много времени, много ресурсов и непонятный результат. Они как профессионалы между собой переговорили, и они поняли друг друга. Мое дело было такое, мне показалось, что какой-то наш камень, если его будет, может быть, он чем-то будет отличаться от привезенных там, и так далее. Но они переговорили сложности. Ну, знаете, фантазии могут быть какие угодно, но есть вещи, которые реально возможны. Ну, вот говорят профессионалы. Ну, с улицы давать советы, как бы, как это надо делать и чего сделать, но я считаю, что вообще это немножко неэтично. Сколько это будет стоять, когда, как оно будет разрушаться, какие проблемы с этим. Это могут только профессионалы знать. Мы можем говорить такому о визуальном. Ну, вот как здесь сказали, как бы, знающие люди, визуально сохраняется, так сказать, некий облик сохранить. У нас много, в принципе, зданий, сооружений, вообще в Абхазии, в Сухумах, которые надо бы сохранить и так далее. Но я сталкивался с этим моментом. Оказывается, реставрация некоторых вещей стоит гораздо больше, чем заново как бы это воссоздать. И это очень дорогостоящее, значит, дело. И поэтому мы же должны думать не только вот на сегодняшний день, там, что через 5 лет, через 10. Это строители, профессионалы, архитекторы, они должны посмотреть на 50 лет, на 100 лет, чтобы мы могли понимать, как бы, что будет и так далее. Не только 2-3 годами жить, как бы, нужно понимать. И заинтересованность, я посмотрел, что
мэрия города, вообще вся общественность этим вопросом занималась, я почувствовал некую какую-то, знаете, вот вопрос политизированности этого момента, связанного, вот, скажем, не столько иногда по делу разговор, сколько из этого что-то, значит, ну, какой-то негатив вытащить. Мне так показалось. Вообще нам делают подарок. Когда человек привыкает к подаркам со временем, потом он к этому начинает относиться уже с неким, скажем так, пренебрежением. Мало того, что нам делают подарок, еще нам делают подарок, еще такой внешний вид, который будет, значит, такой же будет сохранен, плюс он будет качественный и так далее. Мы хотим иногда, мне так кажется, что мы начинаем ковыряться там, где не нужно ковырять. И, значит, знак благодарности, в частности, вот мы видим, сейчас и форум проходил, это же очень серьезные вещи. У нашего народа эти вещи оцениваются, я очень люблю. У нас есть абхазские такие выражения, которые четко определяют наши, значит, моменты. Вот связанные с архитектурными делами, связанные по городу, набережной, это дело профессионалов. Но когда абхазов говорят «ухыл-пухых наиршный ирлу, зарзагидршвайлагу», да, общество высказало, что было бы хорошо, если сохранить. А какой материал должен быть? Как он должен быть? Это должны все-таки профессионалы определять. И этот вопрос такой, мне кажется, очень немножко тонкий. Это, кстати, во всех сферах. Это эмоции горожан, которые понимают, что действительно впереди очень важный проект. И, конечно, с одной стороны, это важный проект для города, и он ведь тоже, как вы правильно все отметили, на многие годы вперед. И да. Тут, конечно, кто-то выражает свое мнение, но тут вопрос... Ну, давайте тогда мы будем все время, значит, давайте мы будем советовать хирургам, как надо делать операцию, как говорится, тем, как бы это наше профессиональное, видимо, говорится, у нас такое есть, такая черта. Иногда обсуждение некоторых вещей может привести к тому, что хорошее дело может загубить. Тут я с вами не спорю, но для этого и есть этот разговор, и как раз нам тут пояснили о качестве, о том, во что превратилась эта набережная. И Да, пожалуйста, пожалуйста, конечно. Абсолютно согласен с Ислам Ивановичем. Да, на самом деле присутствует очень большая субъективность мнения людей во многих вопросах. Да, это вот есть такой пример хороший, когда пожарника спросили, 20 лет, который проработал в консерватории, в чем разница между виолончелью и скрипкой. Он говорит, виолончель дольше горит. Да, поэтому, на самом деле, я считаю, что тоже каждый должен заниматься своим делом. Строители строить, историки исследовать. Проект разрабатывался Московским проектным институтом. Ребята очень большие молодцы, и просто надо отдать должное их терпению. Потому что, когда первые их приезды, когда, значит, были там обследованы все участки, проведена геология, геодезия, значит, вся инфраструктура, которая под землей лежит, значит, был первоначальный проект. Потом, когда уже начали появляться многие согласования, необходимые, причем с нашими историками, с управлением историко-культурного наследия, которые мы ни одного шага без их согласования не делали. Плюс еще наши экологи. Там же огромная парковая зона. И для того, чтобы сохранить всю корневую систему и деревья, которые растут там уже не одно десятилетие, в этом проекте будут применены специальные технологии для того, чтобы это все сохранить полностью. То есть можно все разрушить и потом заново засадить, но это не тот путь. Поэтому для того, чтобы эта набережная на самом деле была очень красивой, особенно парковая часть ее, там будут, вот как я уже сказал, будут применены те технологии, которые позволят сохранить всю эту нашу зеленую ценность, которая на сегодняшний день есть на набережной. Даже если, допустим, мы говорим об исторической части, ну да, все вы знаете, что открылись археологические артефакты, которые действительно это, во-первых, огромный плюс даже тех работ, которые начались проводить. Я так думаю, что если бы не это, может быть, мы даже не узнали бы там, хотя знали, но мы это все скрыли, и, соответственно, работы были остановлены. Значит, было очень много обсуждений, по какому пути двигаться дальше. Соответственно, в этой части проект он будет полностью переделан. То есть там будут оборудованы специальные места, где те раскопки, которые сейчас уже вскрылись, они будут модифицированы. Соответственно, будут смотровые площадки, будут переходы, мостики в виде бронестекла. Променадная часть, которая раньше предполагалась, подразумевалась как общее пространство, сейчас она будет, естественно, уже полностью
перекроено, и все вот это позволит на самом деле создать очень такую серьезную историческую и туристическую как бы базу для того, чтобы там люди, туристы, которые приезжают, они просто познакомятся с той историей, которая действительно она бесценна. Там скрылись объекты 2-3 века, и на сегодняшний день до сих пор раскопки еще, я так думаю, что принесут очень много удивительных вещей, которые мы даже еще и не знаем. Проектирование вот этого участка, каким дальше он будет, уже этим занялись наши археологи совместно с местными архитекторами, которые знают, во-первых, нашу ментальность, знают всю эту историческую подоплеку, и, соответственно, они вот эту вот часть приведут в то соответствие, которое необходимо именно нам, горожанам. Вот, поэтому там будет на самом деле очень здорово и красиво. Подытоживая то, что вы сейчас сказали, как раз-таки это был тот момент, когда проект по ходу дела поменялся, когда действительно обнаружилась историческая ценность места, и когда вот мы видели, как в соцсетях пошли идеи о том, чтобы сделать все это видимым, и по сути как раз по этому пути и пошла администрация города, и проект был пересмотрен, да, то есть это, Ну, я такой думаю, мировой что, тренд. Я да, добавлю здесь. В Греции много такого. пожалуйста. На Градостроительном совете у нас 22 постоянных члена совета, и когда обсуждались эти вопросы реконструкции набережной, приходили очень много неравнодушных граждан, которые в таком же количестве добавлялось в кабинет. Шли бурные обсуждения. Я скажу, что на чем тогда остановились, какие предложения были. Предложения были такие: оставить набережную в том виде, каком она есть, то есть ничего не трогать. В конце концов, можно было отколовшиеся части только добавить, там где-то из других материалов, а набережную оставим в том виде, в каком она есть. Даже второй вариант был историческая часть набережной, то есть до ресторана «Диаскурия», там демонтировать ту часть, не историческую часть, демонтировать, добавлять сюда, а туда делать уже вот мраморизированный известняк турецкий. Мы пришли к тому, что действительно будем делать так. Часть историческую мы восстанавливаем в том виде, каком она есть, за счет доноров, элементов доноров с той набережной, которая не историческая, а туда делать новый камень. Теперь, когда сравнили вот это гранит «Авангард» и известняк мраморизированный с Турцией, большинство наших специалистов остановились на граните, в том, что он был более эстетичным. Вот, во-первых, он со слюдой, на солнце сверкал, потом его характеристики, у него гарантия 300 лет, короче, он антивандальный и так далее, то есть и сколы, молы, там ничего такого не может быть. Дальше, когда стали считать турецкий мраморизированный известняк, то оказалось, что себестоимость его, как до этого говорил Руслан Владиславович, себестоимость очень большая. То есть Турция везти его в Башкирию на завод, там обрабатывать, привозить сюда. Очень дорого получалось. Но когда мы выбрали гранит, остановились на граните в той части неисторической, естественно, уже получалось так, что не добавлять там элементы надо будет, а заменять полностью всю набережную. И за счет этого, за счет того, что целиком менять надо было известняк на гранит, естественно, смета увеличилась. Смета увеличилась не у нас, а у наших подрядчиков, у наших фактически дарителей вот этих регионов России и у наших бизнесменов. Естественно, смета выросла. Дальше. То, что касается вот этой вот исторической набережной, как оказала практика сегодняшняя, действительно, это оказалось исторической частью в прямом смысле слова, потому что прекрасно видим, что там раскопали что. То есть на сегодняшний этап вот то, что раскопано, на этом остановится. Дальше раскопки будут производиться от Диаскурии, уже до Диаскурии. Для того, чтобы эксплуатировать можно было набережную в дальнейшем, делается пароход по Сухумской крепости. Вдоль Сухумской крепости, от лестницы центрального входа на Сухумскую крепость вдоль всей набережной. И оттуда там будут 3 смотровые площадки, которые будут, гуляющие, отдыхающие будут сверху наблюдать за раскопками, которые будут производиться в это время там. И как вот до этого Руслан Владиславович говорил, элементы будут из стекла, из бронированного стекла в том месте, где будут переходы. То есть, в конце концов, бульвар будет восстановлен в том виде, каком он был, с учетом того, что под низом будет находиться вот это вот раскоп.
часть будет доступна для посещения, часть будет перекрыта бронированным стеклом, для того, чтобы были проходы, бульвар, чтобы не закрывался. Что еще могу добавить? К тому, что в конце концов получилось то, что хотели наши предки, наши тогдашнее руководство Абхазии. Они изначально собирались сделать нашу набережную гранитной, но, к сожалению, финансы не позволили. И сделали известняк. Как вы поняли, известняк уже 30 лет советского периода нуждался в замене. Вот то, что бетонные столбы, это все то, что было произведено замена в советское время. Если можно говорить о некоторых сроках, сейчас уже идут масштабные работы, а можно ли сказать, вот, какие будут этапы и когда будет завершение, когда будет открыта набережная, что-то примерно мы можем говорить? Ну, сроки окончания работ, во-первых, они определены высшим руководством страны и Российской Федерации, это по договоренности, значит, все подрядчики сейчас полным ходом, уже получив всю проектную документацию, заключены договора, контракты. В настоящий момент уже в Абхазии находится свыше 25 фур, которые разгрузились. Это перевезенные, значит, гранитные элементы для парапетной части и полностью гранитное мощение исторической части набережной. Проведены работы по укладки водопроводных канализационных сетей на участке, там, где проводят работы международный аэропорт. Кстати, хотелось бы добавить такую интересную вещь, что в саму реконструкцию набережной в проект не входила реставрация памятника неизвестному солдату. И инвестор, который представляет международный аэропорт, они взяли на себя полностью работы по восстановлению памятника и замене гранитной облицовки этого всего, с восстановлением газгольдерного оборудования для обеспечения вечного огня. Это на самом деле очень такая серьезная работа, которая и требует и немалых усилий. Вот. Что касаемо сроков, как я уже сказал, сроки никто не отодвигал. Единственное, на участке исторической набережной там сроки, ввиду объективных причин, там раскопки, когда обнаружились, работы были остановлены, соответственно, сроки там сдвинулись, значит, ориентировочно на 3 месяца. Это что касается непосредственно для того, чтобы завершить раскопки и дальше продолжить масштабные работы по непосредственно, но при этом, значит, раскопка не мешает работа по облицовке парапета, то есть парапетная часть со столбами будет отреставрирована и будет, как сказал Тимур Владимирович, создан временный проход от, скажем так, от Дема до Пингвина для того, чтобы не прекращался поток жителей и туристов через историческую часть. То есть можно будет выйти на смотровую площадку, даже понаблюдать за раскопками в таком прямом эфире, скажем так. А на остальных участках, значит, будет полностью к 1 июня завершены работы по мощению солнечного променада с восстановлением парапетной части и освещения фонарных столбов. Что касается, значит, реконструкции зеленой части, которая где будет обустроена, да, это уже второй этап, и там уже после того, как к 1 июня работы будут завершены по солнечному променаду, где можно будет уже открыть пешеходное движение людей, значит, продолжатся дальше работы уже непосредственно по парковой зоне всей остальной набережной. Благодарю вас. Уважаемые телезрители, хочу напомнить вам, что сегодня в студии Абхазского телевидения мы обсуждали вопросы масштабной реконструкции Сухумской набережной. И вот, как говорят специалисты, высказывались тут мнение о том, что все мы заинтересованы в том, чтобы наша набережная была обновлена, стала комфортной для жителей Сухума и была очень привлекательна для туристов, которые приезжают в наш город. И это можно прекрасно, как нам сегодня пояснили, совместить и с сохранением исторического облика, и обновлением и новым прекрасным проектом набережной. Благодарю вас за внимание.